Сначала я скажу. Я похожа на Шер? Месиво, грязь. Как я знаю, что я снимаю? Первый этап нашего путешествия. Мы уже опаздываем. Ой, какие хорошенькие тоже. Косынька, косынька. Это та арена, где будут играть наши армяне. Кажется, это то, о чем я говорил. Людей много, нас мало. Блядь, кто-то идет. В принципе, все нормально. Кто мог отрастил бороду для этого концерта спецом? Даже Илья сделал свою рыжую пиратскую бороду. Настя сбрила. Толпа начала петь под какую-то колоночку. Дичайшая давка, я уже прошел. Илью потеряли, Настя еще не прошла. Я попытаюсь пойти все равно вперед, занять лучшие места, может быть, по телефону. Уже с ними свяжемся, или они ко мне пробьются. Мы уже видели, кстати, как система прошла на восток сцены. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Чувак с гримом System of a Down на лице сделал табличку типа «Дайте мне медиатор». Никто ему не кинул медиатор. Ладно, мы пошли за Ильей, нам в принципе не нужны ни медиаторы, ни палочки. Илья главнее. Так, Илья, я... Жив ли он? Нас попросили уходить. Во-во-во, она летающая коза. Прям в парня с флешем. Я вообще уже как будто бы здесь не первый день нахожусь. Какой хороший. You want to? You want to? You want to? О, парень похож на Шаво. Басист System of a Down. And if you die, I wanna die with you. О, это он! Сначала бутылка я в лоб получил, а от меня в Настю. Я не хочу, спасибо. Мне кажется, знаешь, я вообще, кстати, не любитель автографов, но если делать автограф, надо видеть, чтобы тебе твой кумир его писал при тебе. Нет, я не верю, что это автограф, мне магнит. Я на холодильник повешу. Фотку и магнит за 500 рублей с автографом. Не, мы не хотим фотку. Фотку тебе надо? Не, нам нужен только магнит. Нам только магниту нужно, на фотке не надо. Вот,
как делаются деньги. Магнит, стоящий 15 рублей, был продан нам за 700 рублей. Гендерное разделение при пропуске на концерт. Тебя проверяет билетер. У нас билеты электронные, поэтому просто распечатанные. Да. Скажем, Они должны были что-то сканировать. да, они делают сканирование, она, контролёрша мне берет билет и говорит, ну вот, счастливый, типа, день у вас, ну, типа, повезло. Я говорю, что повезло, так, мы билет не сканируем. Ну, то есть, вы понимаете. Добрые охранники и всем давали много воды, прям по желанию. Не все были добрые. Да, ну что-то прямо, я смотрю, руку кто тянет, типа, дайте попить, дайте попить. И охранник Толстый маленький был злой. Привет, Руся. Мы идем жестко шопить. Готические шмотки опять. Одного раза нам не хватило. Возможно, короче, они увидят, что ты был у конкурентов. И выберут тебя. Ты видел эту штуку, которая... Смотри, Настик, С днем рождения. это маленький еще. Смотри, Илья, песня нормальные полосатые штаны. Удивительно. Еще клип. О, вот это такой. Все потрясающе. Ой, он такой твердый. Да, а там огненный сапог. Смотри, какой осьминог. А там огненный сапог. Куча голов. Не знаю, что это. Это головы. Ты варвар. Я похожа на Шер? Идем на Сансару. Кто знает, что такое сансар? Руся знает. Не я. И не она. Но я иду. Единственный аргумент Вонки, чтобы звонить нас на концерт Сансары, был такой. Эту группу слушает Рустам. Все. Это группа, где парень на вокале доказал, что дефекты речи не преграда для вокалистов. Тем более те, кто не знает Сансару, думают, что они идут просто на концерт, как шепелявого картавого парня. Но это не так. Он еще очень забавно танцует. Мы опаздываем уже на 8 минут. Вы меня разыграли? Да. Да, это был розыгрыш. 3 недели не был на репетиции. И вот что происходит, да? Да, да. Они меня разыгрывают. Некоторые такие, знаете, музыкантские шутки. Сейчас ее никто из вас не понял, и он тоже. Но это была шутка, ну поверьте. Нам смешно, мы поржем. Вот мой метро Альвара остается позади. Ни одного Логвиненко не обнаружено. Ну, заведение реально отличное. Ну, коктейли нормальные, да. Вы поняли, что они крутые? Да. Или вы тупые? Да. А, нет, вы не. Мы не тупые. Мы поняли, что они не тупые. Мы тоже не тупые. Мне творчество Сансары напомнило немного Афинаж. А это, конечно, моя тема. Мне очень понравилось. Как они вообще исполняют все на сцене. И даже гитарист такой весь классный, задорный. Да. О, как ночью хорошо гулять по городу без комаров. Вот когда вы последний раз открывали для себя там новую группу, я уж не говорю про книгу. Новым группам надо, короче, давать шанс. Надо пробовать, надо слушать, надо... Понятно, что невозможно это делать всегда, и не нужно здесь доходить до маразма и слушать только новое там. Когда возникли технические неполадки, они просто взяли акустику и начали играть. А это вообще, можно сказать, наверное, профессионализм, да? Да, То есть косяк со звуком, вокалер уходит да, они, и под акустику они играет. Не ждут, да, не ждут ничто, они не затормаживают представление, шоу. Да, да. В общем, на завтра нашествие. Да, 10 минут готовы. Около 10 километров, пробки, машины, 3 полосы. Мы слезли с такси,
видим сцену. Это огромная парковка. Вот, кто-то приезжает в таких трейлерах. Мы должны слышать Бутусова, но мы его не слышим. Но он там играет, он там. Всеми правдами и неправдами прошли досмотр, получили всякие зелененькие ленточки, серенькие ленточки, чтобы жить в палаточном городке. Мы на нашествии. Вон сцена. Погода такая осенняя, самый кайф, жары нет никакой. Дождь накрапывать перестал. В общем, мы стремимся сейчас быстренько найти место под палатку и пойти к сцене, потому что сплин уже будет, наверное, через час. Вот наш палаточный городок. Вот сцена. Мы заходим. Вон, вход в фан-зону. Туда с флагами нельзя, это идеально. Я как раз специально не брал флаг. Вот дальше. Охранники быдловаты. О, какие хорошенькие идут передо мной. Так, народ начинает уплотняться. Сплином не пахнет. Цвести и засохнуть. Она сожрет тебя, как цветок тля. Но все равно лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя. Почти утро. Первый день фестиваля пережит. У нас где-то еще 2. Мы даже немного счастливы. Нет. О, разруха. Что, снять меня хочешь? Иди сюда, я сам тебя сниму. Шашлыки, шаурма, чаи, кофе, глинтвейн продают. Обычный, короче, фарш едовой, который бывает на фестах. Но цены просто потрясающие. Нам пакетик чая обычный, сотка. Пока шел до палатки, я уронил камеру Ильи в грязь. Илья, я, конечно, признаться пока не буду, но, видимо, он из этого видео это все узнает. Вот. Илья, я не специально. О, там есть шатер с настолками, кажется. Вообще, мне нужна зарядная будка. Троне я бы хотел видеть, может, даже Михаила Микумянова. Метание копий. 6 копий, 200 рублей. Сейчас Вонка покажет мастер-класс. Прекрасно, я считаю. Куда целился, туда и попал. Третий день вышло солнце. Наконец-то. И вышло солнце, когда оно выходило, люди даже орали от радости. Даже, по-моему, я не самый большой любитель солнца.
Не стреляй в голубей, не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Не стреляй! Не стреляй! Мы дома. Мы вернулись из визового центра в Польшу. Нам дали визу. Ильи даже градусник лезет в глаз. Вот как он счастлив, что поедет в Польшу. Вот это я понимаю дело. Это аэропорт Фредерика Шопена. Мы меняем всякие евро на польские деньги. Да, они шипучки. Всякие забавные их копеечки. Крошки. Злоты. Еще не классные конфеты. Они шипучие, да, как будто? Да, немножко шипучки. Как понять, что мы не в Питере и не в Москве? О, какая порода классная. О, классно, билеты прямо на входе. О, какой хорошенький. Это наш автобус до Вроцлава. Двухэтажный, да, я еще не катался на двухэтажном. Все, мы двинулись, свет погасили. Мы уже поели и уже уезжаем теперь на этом автобусе в Бульков. Нет, Больков. Kinder. Ich Kinder. А мой папа. Tato. Father. Father. А, Tato. А, по-польски Tato. Польский Tato. А. Смесь русского, польского, английского и немецкого. Да, конечно, в камеру не увидишь, но тут летают летучие мыши. Кто бы мог подумать. Клево, уютненько так. Да, публика значительно, разительно отличается от публики нашествия. Раздражая местных. Castle Party. Просто идти здесь уже большое удовольствие. Могучая туса. Это наша комната на проживание в Польше. Даже шкаф есть. О, можно сумку сразу в шкаф. 1 миллион кроватей. Больше, чем нас. Ой, тут что, душ есть? Один. Офигеть, это... Сразу говорю, мы потратили на это 9 тысяч с копейками. На троих. На троих, то есть 9 тысяч. Это столовая. Круто, а тут что? Ладно, заперто. Илья, кажется, проверяет наличие пыли, он как ревизор. Он нападает или дружит, непонятно. Ты чё, ты не злой? Главный в этом доме очень дружелюбный пастор. У него воротничок. Доброе утро. Я хочу снять наш завтрак, который нас кормят. Это ботва. И это все стоит 15 злот с человека. Второй день фестиваля, утро. Людей нет. Растительность есть. Не населены роботами. Кажется, на надписи написано, что так нельзя делать, как вот они делают. Но это не точно. Так. Мы его съедим, боюсь. Да, мы его съедим. Лайка Сергея Мартынова. Туй. Здесь есть зеркала. Малой Разрабебака. О, Линкин Парк. Руся бы заценил. Овен по-польски баран.
13 часов ожидания. Никто уже не знает, чем заняться. Все, до встречи в Якутске. До встречи. Вот. Пока. Спасибо за путешествие. Безумный путешественник. Классно. Слишком много на тебя берешь. Пока-пока. Все, счастливо. Покеда. Тут все плачут. Закадровый смех и занавес. Как я узнаю, что я снимаю? Как я узнаю, что я прицелился? Я тебя снимаю. Так в смысле, это же неудобно. Я говорил, что я в Москву еду? Вон какая скидка на жилье, ничего платить не надо. Ты говоришь, конечно. У нас были другие отношения. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего — маслом машины. Руки стилиста — водой душистой. У визажиста — румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.